Здравствуйте, вы смотрите «Вести Чеченская Республика», в студии Луиза Яхьяева, и главные темы выпуска. Законодательная власть. Парламент Чеченской Республики в ходе заседания внес поправки в существующие законы о бюджете на ближайшие несколько лет. Самый благоприятный. На моем веку, в моих воспоминаниях нет города, который бы мог посоперничать по размаху строительства, по красоте. Грозный занял первое место среди 64 крупных городов страны по качеству жизни. Ежегодное обследование. Предсказать развитие какого-либо патологии или заболевания и начать вовремя действовать. В школе номер 20 города Грозного провели комплексный медицинский осмотр обучающихся. Подробнее в эфире. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил утреннюю молитву в мечети имени любимого дяди пророка Хамзата. Руководил ей богослов Ильман Медов. Далее в сюжете Рамзана Абоева. Ислам призывает нас стараться читать намазы коллективно. Рамзан Кадыров по традиции совершает утреннюю молитву вместе с внуками первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова и соратниками в мечети имени любимого дяди-посланника Хамзата. По дороге, прогуливаясь пешком, глава региона в своем разговоре отмечает, что сегодня для вероисповедания в республике абсолютная свобода, которой никогда не было. Яркое тому доказательство святыни, которых у нас более 1300, и многочисленные школы хафизов. ما شاء الله ما ضعيف ما عندناش ما تشيح دولش دولش وتسيج عمي عشت ما ييزل وجع عمو حاسة بيزل نعمة ما هيقدر يرويدا قدمي داخل حيل شهور دي تالو شتودو والصود على نقول لين رزيتي بيش ميتك شو بنعمة ميتك شو برت ما شربو الحمد لله شنت برتخلص دال قوم وشاوبو أقوى قوم برتخلص دال قوم وشاو خوردو دال عاش بوي يجري دال أوكرانيا يمشي بيشتان إذا بيوخو ناتش ساعة دال لاتش بوجه دال عاش بولش دال طول من بيرك عش ديل دال دايما تسند بارك وتسعد على نوع الله يجمع صنعاء برت يقوي دال عمل عش ببخر دان دال بقوة طول خرصو يشوي دان داخر دان ادمي دان تعالوش خلج دان هو وقت سوين ودي دان شاويق ماجي وش شاويق دان حجري وش ازر نشكع دقع قرعة مش خودنا حقوق دان فدخلت على دواش من احسن دان ملقر شو مصر توقع ملقر دوقع ملقر شو دان مصر متع ملقر دان لعيش متع دان خش من اخو تبلغ سون زمين قطع حاجة يقول بقوة ولد خداس دان ويروح على بتش دان شينانس دان خدي أشياء دان دتي دان ديري هم دان شو أتو بيه شو تولد بوخ شو دعدا شو دتي دان ستول بيه أسقط إيش بيه على مدي دال بقوة تولي على دعدي أخ تسوي أور شيناني خزق أن توصل أخدان شينان نين دعد دوبلو شو دان Руководил молитвой богослов Ильман Медов. Польза от поклонения в утренние часы велика. Сказано, что ангелы просят прощения за того, кто после намаза поминает Аллаха, не вставая со своего места. В завершение верующие прочитали дуа, прося Творца принять посты, укрепить иман и скорейшего возвращения домой с победой наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. С помощью намаза мусульмане стараются приблизиться к Творцу, продемонстрировать Ему свою преданность и получить ответ на мольбу и вознаграждение за искреннее поклонение. Рамзан Абоев, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика».
парламенте региона состоялось 44-е заседание под председательством спикера Магомеда Даудова. В ходе нее участники встречи приняли ряд новых региональных законов. К примеру, изменения в закон о республиканском бюджете на 23-й и на плановый период 24 и 25 года. Закон о бюджете предусматривает увеличение объема доходов субъекта на 2023 год за счет увеличения прогноза поступления налоговых и неналоговых поступлений бюджета. После заседания прошла торжественная церемония награждения. Наградами за различные заслуги были отмечены заместитель председателя правительства, министр финансов региона Султан Тагаев, его заместителя, а также директора различных департаментов. целом وبتشاقي خوتن حول حاجة ديانا الحمد لله دال خاستم بو دال خاستم ويببيش دو هناج ويختيش دو وقام وعالم وريسبوبليكاتون ديرا من فين частности ديان دير رئيس خليل سلطاننا دقاتون ولا عبلنا قوش نغوش زامش دار شيد عدوال اشتغيقرا بوا بيلقل بوقش شنو ما هوشوا بيلقل باقن بول بوخ إذا قوموا بيلقل باقن كل شو نالشوا قوم ويكلش بو парламент دير شوي. В Грозненском дельфинарии прошло мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и сирот. Организатором выступил региональный общественный фонд и благотворительный фонд «Даймохк». Для маленьких зрителей устроили настоящее представление с участием дельфинов. Позже им раздали сладкие подарки и денежные средства. Обо всем по порядку в сюжете Рамзана Абуева. Захватывающие прыжки, синхронное плавание, озорные игры. Эти и другие трюки в исполнении 3 дельфинов Колдер, Лаки и Аврора каждый раз вызывают восторг у маленьких зрителей. Сложные трюки, отличная постановка, музыкальное и световое совпровождение. Здесь развернулось настоящее шоу. Все это сопровождается общением артистов со зрительным залом. Навыки акробатического мастерства и сноровки великолепных водных млекопитающих впечатляют. Мне больше всего понравилось, как они делали трюки и танцевали там. Как они так прыгали, танцевали над водой. Я никогда не забуду то, что тут было, и я буду приходить сюда, когда хочу, если мне мама разрешит. Мне очень понравилось тут. Мне больше всего понравилось тут, когда дельфины говорят и там песни поют. Мне это тоже понравилось, где дельфины там прыгают, там танцуют. Мне это тоже понравилось очень. Мне нравится, как он прыгает на эту куглу. Мне нравится, что какой маленький Марина любишь, как кататься, как катаешь, как эта девочка, мне очень нравится. Эта девочка очень катает, люблю очень. И маленькую их все люблю, и очень маленькие все люблю. Устроила прекрасный праздник для детей благотворительной организации «Даймохк» при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства республики. Способности дельфинов, их уникальный интеллект и характер до сих пор полностью не изучены учеными. Точно известно то, что для человека эти прекрасные морские обитатели очень полезны. С их помощью проводят лечение многих заболеваний. Называется такой метод дельфинотерапия. После окончания развлекательной части всем детям-сиротам, а их здесь 200, раздали сладкие подарки и вручили денежные средства. Все это в рамках проекта «Благодатное дитя». Подарки вручили и 30 ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья. В благословенный месяц Рамадан дети смогли получить положительные эмоции и яркие впечатления. Воздаяние за добрые дела в этот период увеличивается многократно, а подаренная радость стольким детям одновременно запишется всем причастным к мероприятию великим благом. Рамзан Абуев, Ризван Насипов, Сейд Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В детском саду «Карусель» прошла встреча с дошколят с заведующей библиотекой номер 11 Азой Юсупхаджиевой. Беседы детей с представителями различных профессий проводятся для того, чтобы расширить их кругозор.
Инициатором данной деятельности выступила начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова. Цикл встреч с замечательными людьми продолжается. На этот раз одна из них прошла в детском саду «Карусель». К детям пришла заведующая библиотеки номер 11 Аза Юсупхаджиева. Воспитанники садика для своего гостя подготовили стихотворение про родной язык и родину. В ходе встречи дети продемонстрировали свои познания в чеченском языке, а воспитатели рассказали о нем еще детально, чтобы дети понимали, насколько это важно говорить и понимать родную речь. Ребята активно участвовали в мероприятии, исполнили национальный танец и показали сценку сказки «Колобок» на чеченском языке. Все было устроено так, чтобы научить ребенка, как следует поступать в тех или иных жизненных ситуациях. Дети развернули целую развлекательную программу для своего гостя. В свою очередь, Аза Юсупхаджиева решила показать ребятам старые чеченские атрибуты, которые использовали наши предки в быту, и рассказала о некоторых традициях. Далее Азе Юсупхаджиевой вручили благодарственное письмо от начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой и денежное поощрение от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В лице руководителя департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Кадыровой Хадижат Рамзановной выражает благодарность Юсупхаджиевой Азе Аюбовне, заведующей библиотекой филиала номер 11 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Грозного», за неоценимый труд, творческий вклад в чеченскую культуру и искусство и за активную общественную деятельность по сохранению культурного наследия. К слову, дети остались довольными от насыщенной встречи и полезно проведенного дня. Воспитание подрастающего поколения – дело ответственное, а для руководства республики – первостепенное. Оттого в регионе принята единая концепция, призванная воспитать в молодых людях чувство патриотизма и любви к родине и родному языку. Подобные мероприятия проводятся во всех детских садах города Грозного. Дошколя знакомятся с многими творческими людьми по инициативе начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадыровой. Лейла Муртазова, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Грозный признан самым благоприятным из 64 крупных городов страны по качеству жизни. Как известно, он многие годы входит в число самых чистых и безопасных в России. Подробнее в сюжете Мадины Кураевой. Грозный – самый благоприятный город. Только за прошлый год столицу посетили более 146 тысяч туристов. Этому способствует красивая архитектура, развитая инфраструктура и, конечно же, история. Безопасность, комфорт, экологичность, разнообразие, идентичность, современность среды и эффективность органов власти. Это все критерии, которым соответствует Грозный. Столица республики получила 241 балл, в то время как средний показатель среди российских городов составил 192. За последние 5 лет ежегодно подводятся итоги. По итогам 2022 года город Грозный занял первое место, лидирующие позиции среди 64 городов, населением от 250 тысяч до миллиона. Столица развивается стремительными темпами. Главной задачей руководства региона – сделать жизнь граждан комфортной. За 2022 в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили 4 общественных территории и 15 дворов. Также в рамках муниципальной программы еще 3 объекта. Отремонтировано 81 километр автомобильных дорог, заменено свыше 80 километров ветхих водопроводных сетей. Работа продолжается и в этом году. Так, к примеру, 4 общественные территории у нас
реализуются работы по благоустройству данной территории, выбранные жителями города Грозного по результатам, по итогам рейтингового голосования. И в настоящее время активными темпами ведутся работы по замене ветхих водопроводных сетей у нас, по замене канализационных сетей, по благоустройству общественных территорий и, соответственно, по ремонту дорог. Уютные зоны отдыха, скверы, парки, пешеходные зоны создаются ежегодно. Самое первое, на что обращают внимание гости субъекта, это чистота и то, как Грозный преобразился за столь короткое время. На моем веку, в моих воспоминаниях нет города, который бы мог посоперничать по размаху строительства, по красоте зданий, которые действительно вызывают восторг. Оторопь, я бы даже сказала. Мы слышали много отзывов, мы смотрели фотографии в интернете, но когда это видишь сам лично, вот этот масштаб, размах, эти огромные высотные здания, Грозный Сити, это храмы, просто изумительно. Наслаждаемся погодой в Грозном, прекрасными озелененными территориями, цветущими кустарниками. Гостеприимство очень порадовало местных жителей. Даже могу сказать спасибо, потому что меня выручили в сложной ситуации, не работал интернет, и совершенно безвозмездно один из жителей города подвез меня, спас до отеля. Мы очень впечатлены от вашего города, от республики в целом. Настолько флора, настолько зданий, архитектура. Мы посетили такой шикарный город, и погода сегодня прекрасна. Очень чисто в городе, даже подъезжая в город на окраине, тоже все очень чисто. Никаких ни палочек, ни веточек, ни бумажек, ничего не валяется. Вообще очень понравилось. Да, нам есть чем сравнить. Семья Васильевых посетила Грозный впервые. Главная цель – это посмотреть на красивейшую мечеть в сердце Чечни. Туристы получили яркие впечатления. Внутри были, очень понравилось. Понравилось, как нас принимают, скажем, христиан, да? Вот. Приняли, пустили, объяснили, рассказали, показали порядок, как нужно себя вести. Все очень здорово, классно. Невероятный интерьер внутри мечети. Все настолько яркое, красивое. Вот камень, все убранство. Очень-очень здорово. Да, я рада, что строятся такие сооружения. Грозный носит звание «Город воинской славы» благодаря своему вкладу в победу в Великую Отечественную войну. Столица пережила множество трагичных событий, полностью разрушена и стерта с лица земли. Но благодаря первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, она восстала из пепла. Сегодня Грозный занимает лидирующие позиции в различных рейтингах. Большое количество гостей приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть всю красоту. Мадина Кураева, Резван Насипов, Сайтили Мампукаев и Вести, Чеченская Республика. Региональные вести стали самой рейтинговой программой в стране. Медиаском опубликовал список передач всех телеканалов, которые смотрели больше всего в течение недели с 27 марта по 2 апреля. Первое место получила программа «Вести. Местное время». Вторую строчку рейтинга занял блок федеральных вестей, выходящих в эфир в 20:00. На третьем расположились «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. Все три продукта выходят в эфире канала «Россия». Грозненские школьники прошли комплексное медицинское обследование, флюорография, осмотр стоматолога, офтальмолога и прочих врачей они прошли прямо в школе. Подробнее в следующем материале. Флюорография грудной клетки позволяет выявить туберкулез, онкологические новообразования, развитие абсцессов, формирование кист и многое другое. В медицинском обследовании несовершеннолетних она является неотъемлемой частью. В проведении флюорографии выявляются флюороположительные, так называемые пациенты, которые в дальнейшем дообследуются. Проводится туберкулиновые пробы, диаскин-тест и проводится КТ органов грудной клетки. Если выявляется патология, ребенок в дальнейшем направляется на консультацию фтизиатра. Если выявлена не ту патологию, но и все-таки патология бронхолегочная дерева есть, направляется на консультацию пульмонологом.
Обследование или диспансеризация несовершеннолетних – процедура ежегодная и уже стандартная. В ней два этапа – базовый и углубленный. Право на бесплатный медицинский осмотр имеет каждый несовершеннолетний ребенок в возрасте до 17 лет. Если у ребенка в плане медосмотра выявлен какое-либо из заболеваний, ребенок направляется на второй этап профилактического медицинского осмотра, где происходит более углубленное его обследование в рамках данной патологии, которая была найдена. И ребенок получает необходимые рекомендации в дальнейшем лечении. Медицинский осмотр, профилактический в том числе, очень необходим, очень важен, особенно в наш век быстрых технологий, развития и уровня жизни наших детей. И лучше предупредить, нежели потом лечить. Лучше заранее предсказать развитие какого-либо патологии или заболевания и начать вовремя действовать, нежели потом развиваться с глубокими поражениями того или иного системы органов. Обследование проходит как в поликлинике, так и в выездном формате в стенах учебных заведений. Подростков смотрит несколько специалистов узкого направления, такие как хирург, педиатр, стоматолог, ортопед и офтальмолог. Одна такая выездная группа может принять около 100 человек в день. Вот это Ш, вот это. Плохо видишь, вот это. Очки носишь? Наиболее часто встречающимися у подростков заболеваниями специалисты отмечают патологии зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и нарушения осанки. Родителям в первую очередь хочется порекомендовать постоянно следить за растущим организмом детей, потому что каждый год меняется, и если на сегодняшний день, если у ребенка все нормально, через год, через два во время роста могут быть изменения. Поэтому надо каждый год проводить осмотры. Мы рекомендуем год один раз осмотр ортопеда, ну и, соответственно, других специалистов. Залогом же успешного лечения в первую очередь являются своевременно принятые меры предупреждения и профилактика. Ежегодное обследование – это возможность выявить болезнь на ранней стадии и оказать ребенку своевременную помощь. Поэтому врачи в один голос просят родителей отнестись к нему со всей ответственностью. Мадина Цолчиева, Сайдалиям Пукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все. Следите за новостями в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».